Институт перевода Библии выпустил 2 библейских издания на абхазском языке – книгу пророка Ионы и сборник «Евангельские притчи». Над переводом книги работал Арда Ашуба, специалист по абхазскому языку, ученый-филолог, директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия. В работе над изданием также принимали участие богословский редактор, специалист по библеистике и абхазскому языку Джеймс Хэмпсон, переводчик и преподаватель кафедры абхазского языка АГУ Тамила Аршба. И мне, как неопытному, было интересно, перевел за, скажем, несколько дней, но мы 3,5 года редактировали. Почему? Потому что я переводил с русского, а русский текст их несколько. И где-то есть все равно разница. Но когда появился богословский редактор, который начал изучать абхазский язык, который начал интересоваться абхазской традицией, его зовут Джеймс Хэмпсон, и он заговорил со мной на абхазском в Москве, в Институте перевода Библии, и я думал, несколько слов, может быть, знает. Нет. И мы в этот же день приступили, говорят, вот он будет вашим богословским редактором, покажите, пожалуйста, тот текст, который вы перевели. В книге Ионы повествуется о ветхозаветном пророке, проведшем 3 суток в чреве кита. В этом коротком и драматичном повествовании отразились существенные моменты человеческого бытия и поднимаются такие важные вопросы, как непослушание Богу, покаяние и Божие милосердие. Издание вышло в большом формате с красочными иллюстрациями Ирины Павлишиной. Стоит отметить, что особенностью данного издания является то, что абхазский перевод в нем сопровождается 2 параллельными текстами – русским и английским. Наличие разных переводов будет способствовать более широкому использованию книги, поможет в изучении языков. Мы не хотим, чтобы эти книги где-то лежали. Хорошо, в складу, на столе у вас дома, пожалуйста, читайте. Раздайте людям, пусть они читают. Если есть замечания, обязательно мы хотим слышать отклик. Хороший или плохой, любой отклик. Хорошо, если вам что-то не нравится, обязательно пишите, позвоните, скажите, и мы будем ваши замечания, конечно, обращаем внимание. Если говорить об евангельских притчах, то книга содержит 4 притчи из Евангелия от Луки: о добром самарянине, о брачном пире, о блудном сыне и о мытаре и фарисее. В этих притчах содержатся образы и примеры, заимствованные из обыденной жизни и окружающей природы, которые Иисус Христос широко использовал в своей проповеди. Издание снабжено графическими рисунками, которые подробно иллюстрируют сюжеты притчи. Мы работаем с разными народами: алтайцы, тувинцы, хакасы, кумандинцы, тубалары, кавказские народы, абазинцы, кабардинцы. И мы сотрудничаем, и именно хотим, чтобы наше партнерство было с теми людьми, кто заинтересован в этом, кто понимает суть того, что они уйдут, а их дети останутся. Они уйдут, а что дети получат? В слове сокрыта большая драгоценность, но слово нужно доставить, сохранить. Очень важно молиться и читать на своем языке, отмечали выступающие на презентации книг. Ведь в родном языке каждая буква отзывается в душе нежным теплом. Каждое слово заставляет сердце биться быстрее и пробуждает настоящую, неискоренимую любовь к родному, семейному и настоящему. В частности, вот моя супруга и наш друг Алиса, рядом с ней сидущая, они рецензировали эту книгу Иона, и это происходило на моих глазах. Супруга моя читала 2 главу на абхазском языке. Она говорит: Саша, ты знаешь, как глубоко слово проникает в мое сердце. В этот момент я понял, друзья, что значит родной язык для человека, да? Когда человек читает на родном языке, сердце открыто для родного языка, и слово проникает в глубины сердца и души вашей. Как это важно, оказывается, твой язык, который в тебе что-то будет. И вот за это я на самом деле очень благодарю. И в будущем я бы очень хотела, чтобы
богослужения во всех церквях Абхазии православной все-таки, чтобы были от начала и до конца на абхазском языке. Я думаю, мы это заслуживаем. С электронной версией книги пророка Ионы и евангельских притчах на абхазском языке можно ознакомиться на сайте Института перевода Библии в разделе электронных книг. Лаура Капш, Амра Зарандия, Тимур Гогохя, Абхазское телевидение.